столице растет число зараженных, которые не знают, где подхватили вирус. Все больше в колл-центры поступает звонков от людей, подозревающих у себя COVID-19. В связи с этим республиканский штаб рекомендует запоминать места дневного посещения для быстрого выявления очагов вируса и его дальнейшего уничтожения. Наш корреспондент продолжит. Ежедневно количество инфицированных растет. Многие граждане не знают, где именно могли заразиться. И это весьма усложняет работу специалистам. Некоторые открыто признаются, что ранее игнорировали наличие коронавируса. В то же время с каждым днем увеличивается количество случаев, когда очень сложно установить источник инфекции, пути передачи, какие были факторы риска реализованы. Поэтому еще раз призываю своих соотечественников, граждан, горожан не забывать о том, что есть временные санитарные правила, есть те требования, которые нам необходимо все-таки соблюдать. Отличие от ОРВИ, это было дышать трудно было, одышка была, да, и эта слабость очень сильная была. Не мог даже ходить просто, желания не было ходить даже. И самое главное, это обоняние вообще исчезло, запах, вкус вообще не чувствовал. Я начал чувствовать уже через 15 дней после того, как в больницу лег. Где-то уже через неделю я уже начал понемножку чувствовать. Понемножку начал ходить уже. Таких зараженных, как он, очень много не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Наблюдения ученых показывают, что именно из-за несоблюдения масочного режима и халатного отношения к ситуации граждане массово подхватывают инфекцию. В связи с этим республиканский штаб рекомендует гражданам соблюдать масочный режим. Отдельные граждане положительным результатом на COVID связывают свои причины заражения с посещением общественных мест. Это рынков, торговых центров, общественного транспорта, в частности микроавтобусов. В связи с чем отмечаем важность оформления маршрутных листов передвижения по городу. Фиксируйте свой маршрут, чтобы понимать помнить все места, где вы бываете. Общественные места являются главным источником заражения. Вследствие этого в инфекционную больницу поступают зараженные, не знающие, где и когда подхватили вирус. У большинства из них болезнь протекала без наличия симптомов COVID-19. Это на самом деле очень тяжелое положение. Многие не верят, но мы видим, как проходит картина. Даже по снимкам вы можете увидеть, что не было у человека ничего, нарастает. И такая клиника, что даже приходится переводить в другие учреждения, где принимают тяжелых больных. Мировой опыт показал, что несоблюдение масочного режима может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. В связи с тем, что случаи отсутствия конкретных очагов заражения растут, гражданам рекомендуют запоминать свой дневной маршрут и помнить все места, где они побывали. И помнить, что маска является первым и эффективным защитником от коронавируса. Отметим, что в нашей стране стартовал выпуск отечественных масок. Теперь эти защитные средства будут доступны каждому по выгодной цене. Мирим Асаналиева, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.